Я думаю, что имея такой хороший задел, та самая цель сделать республику в сфере цифровой трансформации в стране, это понятная и реализуемая цель. О том, как это можно делать и что для этого в республике есть уже сейчас, я, наверное, попрошу Николаева Петра Васильевича, первого заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия, рассказать о том, как выглядит стратегия цифровой трансформации республики здесь и сейчас. Петр, вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я приношу глубочайшие извинения за задержку. Поверьте мне, на то были причины. Потом в кулуарах, может, расскажу. Половина из вас здесь всех знают. Мы все вместе работаем с вами. Я еженедельно провожу планерки цифровой трансформации. Мы в основном режиме ВКС общаемся. По крайней мере, вот эту часть меня вы точно знаете, да? Точно сейчас не знаете. Давайте по стратегии цифровой трансформации тот системный документ, над которым мы постоянно работаем с прошлого года. Напомню, да, вот, те коллеги, специалисты, ребята, которые только подключаются к этой истории, немножко надо рассказать, о чем это вообще, и что за документ, кто над ним работает, какая структура вообще отклеит, да, вот, над этой ситуацией. Вообще, в целом, у нас проектный офис есть по цифровой трансформации, возглавляет ее Айсен Сергеевич, насколько вы помните. Есть два заместителя, министр наш. Вот, коллеги, дальше вот у нас есть основная структура, наша движущая сила в будущем и уже буквально завтра сможем посетить это место штата цифровой трансформации, которую мы создали на базе нашего партнера УЦИ, да? Эта площадка, я дальше скажу, как она будет выглядеть, условно, да, и для чего она предназначена. Сам штаб цифровой трансформации, вот здесь вот разноцветная картинка, вы видите, и ВВВ желтым цветом отмечены. Мы эту презентацию показывали, и вы ее знаете. Да? То есть штаб здесь как бы заполняет те, так скажем, места, где условно нам не хватает компетенции. Да? То есть это по понятным причинам, потому что людей мало, работы много. Мы все живем как бы на земле, и все работаем на государственной службе, в государственном учреждении, как бы не первый день, и мы знаем, чего нам не хватает. И те пробелы, отчеты, как бы минусы, но те пробелы, которые нам не хватает, мы хотим восполнить это штабом. То есть те компетенции, которые нам нужны, да, это в основном там дата-аналитики, да, специалисты по процессам, какие-то технари, инженера по безопасности и так далее. То есть мы будем восполнять вас, и штаб нам предназначен для того, чтобы было место встречи, коллаборации. То есть вы не думаете, что мы для себя его сделали и какое-то красивое помещение. Это то место, где мы будем встречаться, работать вместе. То есть там тоже ваше рабочее место, и мы как бы сокращаем некую дистанцию между нами и вами. То есть мы делаем такую тесную связку. Визуально выглядит так, что завтра мы посмотрим, сегодня буквально вот в ночь успели его, так скажем, почистить, докрутить это делать, хотя мы планировали это сделать осенью, но по понятным причинам мы его ускорили. Этот ремонт, и мы завтра там будем как бы финал проводить наш условно. И вы увидите, как он выглядит, какое помещение, в принципе, мне оно очень нравится, современное, то есть все оборудование, столы, стулья и так далее. Но главное, что там будут люди, да, специалисты, которые вам в будущем могут помочь. Он находится тоже в этом здании, это тоже неспроста, коллеги, да? То есть IT-парк, здесь у нас есть разработчики, если вы знаете. Часть этих разработчиков вы тоже привлекаете к своим проектам, да, это наши компании. Их не так много, которые занимаются нашими проектами, но они есть. Они тоже в этом здании, это тоже как бы такая синергия наших ребят со штаба, вас и разработчиков, чтобы тоже сократить дистанцию общения, некую барьер убрать в виде писем, в виде ВКС, совещаний и так далее. Что касается, уже переходя к документам и так далее, показателям, наш основной показатель — цифровая зрелость республики, он входит в ВДР, да, показатель высших должностных лиц регионов. В целом мы занимаем, в принципе, неплохое место. В прошлом году мы занимали, например, 25 место. Методику пересчитали, какие-то показатели убрали, сейчас мы занимаем 9 место, но это не причина того, что давайте у нас вошли в топ-10 и не успокоились. Нет, у нас, в принципе, как бы места это хорошо, но все равно какой-то замер идет по стране. Все равно мы стремимся, все мы на службе работаем, мы как бы хотим все-таки в тройку и идем попасть. Да?
возможно, нам не хватает буквально там 2-3 балла получается. Вот по цифровой зрелости у нас основные приоритеты у нас стратегии есть, напоминаю, это 6 отраслей: горсреда, транспорт, здрав, образование и госуправление. То есть это те вещи, которые как бы, у нас стоят впереди, так скажем, да, те проекты, которые у нас в целом в стратегии есть. Дальше, вот, по корректировке стратегии. Ну, в прошлом году с вами, помните, делали, да? Из Киева забивали, носили и так далее. Эта работа была проведена. Эту работу мы должны ежегодно повторять. В принципе, ничего страшного в этом нет. По срокам и так далее. 35 августа, конечно, не за горами, уже буквально 2 недели осталось, но мы верим в себя, верим в вас, потому что мы документ все-таки сделаем. Ну, не документ, а документ, а просто это наши проекты, мы обновляем его, вкладываем, так скажем, наше видение, то, что мы хотим как бы сделать в будущем и так далее. То есть я думаю, мы сейчас, вот эта страт-сессия, как бы, не для того, чтобы основном, да, как бы, изменить стратегию и так далее. Мы здесь во главе угла ставили страт-сессию объединения наших команд, настройка коммуникации и так далее. Поэтому у нас тоже есть определенные сложности, так скажем. Вот. Но сам системный документ, он должен быть принят уже в конце августа в виде указа главы. Но в следующем году он должен будет корректироваться. Это обычная история, да? То есть такой процессный вид. Дальше, вот по структуре самого документа. В прошлом году у нас было 79 проектов в стратегии, то есть достаточно много. 21 ОГВ у нас участвовал, 15 отраслей и 164 показателя. В этом же году, вот мы когда корректировку собрали в коллегии, с вами со всеми согласовывали, сейчас мы согласовываем с федеральными органами власти. Кто-то согласовал, кто-то нет, с ИСПАИ. Эта работа продолжается. Но сейчас у нас количество проектов увеличилось. Это, ну, я считаю, это хороший знак, в принципе, есть инициатива, так скажем, от коллег, от отраслей. Ну, где-то по отраслям, если посмотреть, они уменьшились, да? У кого-то больше стало, у кого-то меньше. Вот. По количеству органов мы увеличили, 2 отрасли у нас добавилось. По показателям тоже у нас есть уменьшение, это тоже хорошо. В целом, вот по статусам проектов, да, у нас вот есть такой дашборд, это просто скриншот. Но это скриншот с той системы, которую мы сейчас запустили. Мы на штабе будем вести постоянно мониторинг. Я вот на прошлой пятнице вам сказал, что мы будем постоянно в режиме вести, чтобы мы не заполняли какие-то Excel таблицы, либо PowerPoint рисовали и так далее. Это будет у нас заполняться в онлайне. Они все эти дашборды кликабельные, то есть можно погрузить туда, посмотреть, из чего мы, в принципе, составлены. То есть мы в режиме реального времени будем отслеживать ситуацию по отраслям, смотреть. И вы тоже можете такой дашборд сделать, допустим, мы инструментарий можем дать, и будем проводить мониторинг. И сразу смотреть, где что, кто отстает, какой проект и так далее. Ключевые показатели по отраслям, если пройтись, да, по проекты показатели, здесь у нас очень много, в принципе, проектов, которые, ну, не выпридуманы, условно, да, это спущено сверху, с федерального органа исполнительной власти, тоже мы их как бы обязаны включить, мы их включаем. Вот. По образованию у нас вот ряд проектов уже находится на реализации, которые на стадии, они уже делаются. Цифровое портфолио, библиотека цифрового образовательного контента и система управления образовательной организацией. Такие же помощники, так скажем, цифровой помощник ученика, учители и родители тоже сейчас находятся в работе. Коллеги с ними у нас отрабатывают, это делается на базе платформы Asusода. Далее, здесь у нас еще и суперсервис, проект по современной цифровой образовательной среде. Цифровой университет тоже новый проект, пока, если честно, немножко непонятно, что он делает. Цифровизация целевой подготовки кадров, это цифровка, насколько я помню, госуслуги. Ну, там есть определенные вопросы у коллег, мы это уже обсуждаем. В принципе, каждый проект мы знаем, мы погружены в него, проблематику видим, но решается по-разному. По здравоохранению у нас было в прошлом году больше проектов, в этом году они, так скажем, немного скопаны, так, укрупнили. Было в прошлом году 8, в этом году стало 3, но он как бы синхронизирован с федеральным проектом ЕГСЗ, это цифровая единая государственная информационная система здравоохранения. То есть коллеги как бы сейчас не отходят от федеральной повестки, так скажем. Не знаю, это хорошо или плохо, я думаю, завтра еще на стратсессии, когда мы будем блок здравоохранения обсуждать, наверное, надо будет поговорить. Да? Должны быть дополнительные наши региональные какие-то инициативы. Наверное, должны быть, но чтобы не ограничиваться федеральной повесткой.
Далее, дальше пойдем. По развитию городской среды тоже. Это самый такой, по крайней мере, на наш взгляд, сложноватый, так скажем, блок. В чем сложность? Это сложность его координации. На уровне федерации это один ФАИФ, это Минстрой России, но у нас это 4 уровня власти. То есть мы всегда сталкиваемся с тем, что коллеги немножко надо подружить, скоординировать и так далее. То есть там у них очень тесно все переплетено по показателям, по работе, по полномочиям и так далее. Нам, иногда бывает сложновато их развести, но мы стараемся коллегам помочь. Ну и сами коллеги тоже не отстают, тоже коммуникацию здесь стоит наладить, мне так кажется, в городской среде. Те проекты, которые здесь отображены, допустим, цифровая платформа государственного режима тарифов онлайн, это наш региональный проект, он давно уже реализовывается, это реализует Московском ЦИР. Вот те новые, которые отмечены, они сейчас находятся на стадии формирования. Далее, по транспорту и логистике новые два проекта: зеленый цифровой коридор пассажира, развитие сети муниципальных маршрутов, интеллектуальное управление городской автодорожной сети, или ИТС имеется в виду, который проект реализуется совместно с нами, с нашим партнером по федеральной, так скажем, программе национальной безопасности качественной дороги. Вот, то есть мы объединили, так скажем, в документе разные проекты, то есть понимать надо, что разные программы, разные проекты, разные повестки. То есть мы старались собрать воедино все, так скажем, цифровые проекты в одном документе. И по управлению было проще, и администрировать проще, и так далее. Северный завоз у нас это новая система для создания информационно-аналитической системы. У нас контракт сейчас на текущий момент заключен, тоже разработчик нашей местной компании SmartView, которая делает систему лесные пожары коммерческого названия Сильван, который тоже получил, в принципе, поддержку со стороны федерального центра. Это Юрий Петрович, когда приезжал, они смотрели систему и рекомендовали региону. Я уже отправил, так скажем, некие приглашения на рассмотрение проекта по всей субъекты Дальневосточного федерального округа. Вот здесь у нас получился интересный проект по лесным пожарам. Да? То есть сам разработчик у нас местный экипаж, заказчиком выступали мы, приобретателем получилось Министерство экологии, Авиалесакана, и дальше мы идем уже на тиражирование субъекта. Какой кейс получается, если мы сможем тиражировать, то есть в принципе эта схема работает. Также, коллеги, у нас есть план, то есть идет проработка выйти на международные рынки, это у них страны Африки, насколько я знаю. Тоже есть отдельная структура, которая помогает выйти за границы, так скажем, Российской Федерации, федеральная структура, название не помню, но у них сейчас есть контакт идет, в принципе, они заинтересовались, это Мадагаскар, где у них тоже идут пожары. В принципе, для них, для иностранцев, так скажем, да, даже для африканского континента, наши ценники, в принципе, очень приемлемы, если опыт и так далее. То есть они очень заинтересовались этой системой, они планируют рассмотреть по внедрению. Посмотрим, получится ли. Дальше идем. По государственному управлению один из самых больших блоков, да, все, что касается там, и государственных услуг. Вот новый проект по созданию цифровой платформы Гостех, но сейчас, насколько я знаю, идет пилотирование и так далее, мы пока сейчас не в проекте, пока сейчас мало чего понятно, но это основной какой-то конструктор, условно, да, на котором мы будем делать ведомственные информационные системы, предложен по Минцифре России. По цифровизации мировых судов, тут у нас коллеги с центрального аппарата сидят в мировых судах, проект совместно, но, к сожалению, в этом году субсидия была секвестирована, и там были проблемы по импортозамещению и так далее, то есть федеральной субсидии пока нет, будем ожидать в следующем году дальнейшей реализации. Перевод в электронный вид, это наша была любимая тема в прошлом году, помните, наверное, героически переводили все 100 услуг, мы эту задачу, в принципе, выполнили, попали в зеленую зону, но сейчас идет отработка на качество, так скажем, массу мы сделали, но теперь надо так, чтобы эти услуги, во-первых, люди знали о них, и, во-вторых, то, что мы умели предоставлять. Напомню, что мы предоставляем на базе платформу государственных сервисов, цифровой сети, нет уже очень много вопросов. Да, первый такой боевое крещение этой платформы в условиях, арктических условиях, это было в Батагае, когда было наводнение. Есть 4 услуги, которые курирует МЧС России, а предоставляет Минэкология, да, то есть возмещение, то есть по потере своих имущества и так далее, то есть жителей. Да. У нас были проблемы, сложности
по работе этой платформы не надо скрывать, в принципе, об этом уже все знают. Даже есть поручение Юрия Петровича Крупного в адрес Шараева. Не знаю, как коллеги с Минцифры еще не выходили, но мы как бы готовимся, так скажем, к доброму, интересному разговору. Вот, да, поэтому здесь надо обратить внимание, что в принципе платформа хорошая, ну, будем жаловаться, но она не работает на узких сторонах практически СМИ. Она помнит, что у нас 13 районов, что у нас там интернет, в принципе, сейчас не оптоволокно. В этом есть, конечно, большие проблемы. Так, новый проект стратегическое планирование. Сейчас мы с коллегами обсуждаем, есть какие-то думать, соответственно, да? Создание, новый проект создания цифрового профиля. Это уже наш проект, но он сейчас находится на стадии, так скажем, проработки проекта. Будем думать, как его реализовывать. Есть тоже здесь вопросы. Есть проект у нас в МФЦ. Госуправление МФЦ тоже входит, да, виртуальный консультант телефонного обслуживания. Сейчас он работает. Проект Минэкономики МФЦ. В принципе, я считаю, что проект успешный. В принципе, мы на успеем снимаем коллеги. Дальше. Облачное решение контрольно-надзорной деятельности. Здесь у нас тоже были сложности. Это был проект по федеральной субсидии, переводили, да, на федеральную платформу. Так как был ковид, у нас этих проверок не было, показатели у нас сейчас нулевые. Непонятно сейчас, что с ним делать. И, ну, если честно, не очень работает. По-моему, была сделана компания. Я сейчас не помню, нет, Барсы. То есть она тоже так, если честно, у нас сейчас подорожали, не очень работает. Есть вопросы. Вот. Автоматизация дела производства документа оборота. Ну, у нас это любимый ЕСЭ, основной инструмент коллег наших органов государственной власти. Напомню, что мы внедряли централизованно, сделали такую лицензию, почти неограниченную, имеется в виду, мы всем органам государственной власти предоставили, органам местного самоуправления, государственным учреждениям, да, то есть они, коллеги, могут бесплатно, условно, да, для них использовать эту систему, и она помогает им автоматизировать процессы по документообороту. И это очень сильно помогло, когда мы в прошлом году делали реинжиниринг, да, помните, да, мы отрисовывали все предложения, то есть мы должны были нарисовать эти процессы, а потом как бы их улучшить, и большинство улучшений касалось именно вот завязанной на системе электронного документооборота. Очень много, так скажем, госслужащих, основная масса, конечно, очень сильно привязана к этой системе, потому что вся переписка, служебные, нормативно-правовые акты проводятся в этой системе. Вот. Но показатели касаются внедрения метода РЭФ 2.7.1, и здесь у нас тоже работа ведется, ну, как бы хотелось бы быстрее с нашей стороны, но мяч на нашей стороне, мы будем дожимать эту историю. В принципе, по своему уровню электронного документооборота мы, в принципе, на плохом месте. Конечно, не везде электронную подпись используют, но, по крайней мере, точно не бумагу уже не ходит. В этом плане, в принципе, неплохо. Централизованная система по ФКД, это вот объединение всех бухгалтерий и так далее, курирует проект, ну, мы совместно с Министерством финансов. Это, то есть, мы приобрели систему, у нас, то есть, была настройка, как вы знали, 1С, то есть объединение всех бухгалтерий, подведомственных учреждений, у нас их более 500 получается, да, то есть некую прозрачность обеспечить централизованное управление, когда, ну, минимум будущие планы есть по централизации бухгалтерских функций. Далее, государственное управление, здесь что хотелось бы сказать, переход отечественного органа власти на использование отечественного фонда. Это отдельная повестка, которая у нас есть. Здесь мы приобрели уже компьютер. Но мы оснащаем в основном, конечно, органы государственной власти, остальные, так скажем, на программе координации, но хорошие новости мы провели замену Microsoft Office, мы приобрели мой офис российского производства. Контракт есть, лицензионное соглашение тоже есть, оно тоже безлимитно для нас, коллеги, для подведомственных учреждений, для государственных учреждений. Законодательно собрать для органов власти, когда безлимитные лицензии можно использовать во всех детсадах, школах и так далее, во всех учреждениях устанавливать. Также отдельная работа ведется у нас и по замене операционной системы. Мы органы государственной власти, может быть, какого-то не новости, да, мы переходим на основные. Ну, органы государственной основные, там уже видно, ресурсы хватит. То есть два этапа мы будем переходить, в этом году даже наше министерство есть. То есть будем пересаживаться с Windows на основные. Посмотрим, что из этого получится, ожидания позитивные, так скажем. Ну, по остальным отечественным программам обеспечения тоже работа идет, по обороту